зале любители, ценители, люди, которые вносят огромный вклад в развитие и популяризацию ингушского языка. Сохранить, развивать и передать поколениям тот самый родной, любимый и чистый ингушский. Собравшиеся в зале уверены, культура нашего народа, традиции, обычаи и фольклор тесно связаны с родным языком, который нам оставили наши предки, педагоги, писатели, ученые и этнографы. Официальной датой появления ингушской письменности считается 1 мая 1923 года. Тогда вышел первый номер газеты «Сердало». Свою роль в этом несли видные представители ингушского народа. Цикдула стендет оттеждер латини графика келента долу массарил халк арди нагалгы кинишкижи учебникижи. Кычы халк эвикл что массал деш уттеждер шкинишкиш сухан. В своих докладах языковеды рассказывают о тонкостях ингушского языка, проводят параллель между старинным и современным ингушским. Собравшиеся считают, что недостаточно просто изъясняться на родном языке. Важно говорить на нем правильно. А самое главное – научить детей владеть им. Большую работу по изучению письменности провела Тамара Клубужева. Популяризация языка заинтересовано очень много людей. Особенно приятно было узнать, что есть частные лица, которые работают на общественных началах, разрабатывают различные приложения, игры. Есть у нас, хочется выделить культурно-просветительские центры ИРС и ЭСДЕЛ, которые очень много работы проводят на этом пути, на пути развития и популяризации языка. Проводят различные мероприятия с молодыми людьми. Важным аспектом в деле сохранения ингушского языка собравшиеся считают использование его в социальных сетях, в книгах, в стихах и рассказах. Особенно важно, чтобы именно молодежь как можно больше читала на родном языке. Значение ингушского языка, оно растет. Интерес к ингушскому языку и к ингушской письменности, он растет в обществе. Да, мы еще не знаем на том уровне, на котором хотелось бы, чтобы наши люди, наша молодежь владела ингушским языком. Но ведь все равно говорят, хотят говорить, и хотят владеть, и хотят изучать это. И вот это обнадеживает, это радует. Нужно приложить все усилия для того, чтобы наша молодежь, наши детишки, начиная с яслей, говорили на нем отчетливо, чисто, равно, как они говорят «мама» с первых дней. Развитие, популяризация языка одним словом не скажешь, потому что издаются очень много работ, изданных очень много, и сегодня готовится к изданию тоже очень много работ, которые занимаются именно сохранением и популяризацией ингушского языка. Это всевозможные толковые словари, которые издаются отделом ингушского языка. Это пособия для студентов, это всевозможные какие-то справочные материалы. Также отдел ингушского фольклора и литературы тоже занимается изданием различных пособий. В республике планируют целый комплекс мероприятий, направленных на сохранение ингушского языка. Внести свой вклад может каждый из нас. Достаточно чаще говорить на своем родном. Рида Цичоева, Хамзат Халухоев, Новости 24.